Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Вы и он. Кто на кого залип? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на своего мужчину, так и спросите: я и он, кто на кого залип? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, мои дорогие, пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам честную, правдивую информацию, помогут узнать, что происходит. Так, слушайте, а вы какие-то очень упрямые люди. Вы разные, но невероятно друг на друга похожие в каких-то проявлениях, либо в каких-то мыслях. Смотрите, между вами очень сильная симпатия, которая со временем перерастет в настоящую искреннюю любовь. Но в сегодняшнем дне вы оба вот друг от друга отвернулись. Он туда, вы сюда. То же самое здесь по путям. Но дорожка ваша не прерывается. Вы лишь только, как знаете, ну да, это начало идет. Начало, либо может быть какой-то новый виток в ваших отношениях, если вы давно уже вместе. Здесь вам мешает ваше упрямство. Оно, соответственно, мужчине его упрямство. Здесь нужно... Вот, девочки, обращаюсь к вам. Здесь нужно играть. Играть в игры. Мерять маски. Представлять себя, там, не знаю, актрисой. Какие-то, может быть, сценки разыгрывать. Здесь нельзя напрямую идти и сдаваться. Потому что если вы так будете поступать, то мужчина, ну, почувствует, да, что я там типа самый главный, мне все можно. И будет продавливать свои интересы. Он-то не пойдет на поклон. Он-то не пойдет первым. Потому что он мужик, да, он так думает: я же мужик, что это я буду ходить там, кланяться направо и налево. Девочки, кто на кого залип? Вы друг на друга залипли. Здесь все-таки чувства и мысли обоюдные. Только вы залипли на него, как на будущего, например, кавалера, мужа, надежное мужское плечо, а он на вас залип как на сексуальный объект. То есть вы ему невероятно нравитесь, его невероятно тянет к вам. Ваша энергетика сводит его с ума. Ему хочется вами обладать постоянно, да, постоянно вас, ну, в постели, да, покорять раз за разом. Вот. А еще у вас энергетика какая-то материнская. То есть мужчина, особенно который рос без мамы, либо мама была достаточно там аскетичная, да, не позволяла себе там лишний раз приласкать ребенка, ему хочется тепла, ему хочется женской заботы, ему хочется, чтобы его холили и лелеяли, как маленького ребенка. А вы какая-то особенная, ваши прикосновения, они волшебные, лечебные, ваш голос, он такой убаюкивающий. И мужчинка просто млеет, когда он рядом с вами, когда вы просто там сидите, я не знаю, там по руке его гладите, да, либо что-то ему там рассказываете своим спокойным, тихим голосом. Вот этого хочется. Так, по поводу мужа. Сможет ли он оправдать ваши надежды? В принципе, да. Со временем, да, но не сразу. Он такой, знаете, колючий ежик. То есть нужно будет поработать над тем, чтобы эти колючки-то немножечко побрить у него. У него не все сразу получится, понимаете? Вот по жизни не все сразу получится. Он может быть сейчас в достаточно жестких каких-то условиях ограничений, блоков. И ну, это просто невозможно в сегодняшнем дне вот так сразу, да, исполнить все ваши мечты и все ваши желания. Но это не значит, что вы должны там тихо молчать себе о том, чего хотите. Вы должны постоянно об этом говорить, чтобы это все пропечаталось у него на подкорке, да, на подсознании пропечаталось, чтобы он знал, да, вот, что есть ориентиры, к которым нужно стремиться. Как муж в будущем он вас не разочарует. Да, конечно, будет и притирка, и какие-то, может быть, спорные моменты будут, но без этого никуда. Но как уже муж реализованный, да, человек, он вас не подведет. Что касается его к вам залипания, да, именно на интимную часть жизни, но это сейчас, именно сейчас, когда
Либо вы только начали встречаться, да, он просто вами насытиться не может. Либо вы еще не в той активной фазе, когда, ну, мужчине это позволено. Вот, и поэтому он ни о чем другом думать и не может. То есть как бы у мужчин все гораздо проще, чем у женщин. Да? У мужчин вся кровь перешла в его Антошку, да, и все. И он уже не думать, не делать ничего не может. Сидит, этого Антошку своего теребит. Да? Извините за пикантные подробности, но вот если вы там думаете, что у него другая женщина, нет у него другой женщины. Нету. Вы его женщина. И он других не хочет, не желает, даже не рассматривает. А если что-то ему и надо, то он справляется, опять же, извините за пикантные подробности, самостоятельно. Поэтому, девочки, поверьте, даже если там мисс Вселенная там придет, трусы снимет, рядом ляжет, то он просто встанет и уйдет. То есть как-то так будет. Серьезно. Если ваш мужчина гулящий, если вы смотрите на того, кто направо и налево, это просто не ваша отсыпка. Здесь мужчина порядочный вышел. Даже если он, например, ну, в семье, то есть есть женщина, которой он принадлежит по закону, то поверьте, там нет. Он спит где-то там далеко на диване, к ней даже близко не подходит. Она ему просто, ну неинтересно, да, очень пресная, неинтересная, и он такой однолюб, что в отношениях, что в интиме. Вы его очень сильно интересуете, вы его зажгли, и к вам он горит. Здесь залипание, еще раз говорю, одинаковое, но по разным уровням. Поэтому, мои милые, будьте уверены, что вы друг друга нашли, вы очень похожи, невероятно похожи. Здесь... Если вы найдете общий язык, если вы сможете с ним договориться, то развитие отношений будет просто каким-то сказочным. Да? Такого не напишут в романе, такого не напишут в сериале. Вы, знаете, как собственный сценарий напишите своей жизни, да, своего сериала о любви, о семье. Если, девочки, вы еще даже и не общаетесь с этим человеком, то когда вы его видите, например, да, то прям дрожь идет по коже, прям сердце учащенно начинает биться, и вы прям сама не своя. Вот он полностью вас зеркалит, у него тоже такое ощущение от вас. Вы с надеждой пытаетесь его где-то там в толпе вычислить, да, увидеть, и он то же самое делает. Вы слышите его имя, и у вас уже прям такое вот как... блеск в глазах, да, такой трепет, легкая температура. И у него то же самое происходит. Вас безумно тянет друг к другу. Если вы еще не общаетесь, не встречаетесь, у вас на ближайший месяц запланированы очень яркие, жаркие встречи. Вы начнете свой роман, вы начнете встречаться, вы начнете общаться. И, ну, поверьте, это будет самое лучшее время в вашей жизни. Если вы уже общаетесь, встречаетесь, то где-то вот через месяц-полтора мужчина будет делать действительно первые очень серьезные шаги в вашу жизнь и в ваши отношения. То есть будет что-то предлагать, он такое конкретное и серьезное. Залипание здесь обоюдное. Вы друг другу обоюдно очень нравитесь. И еще раз повторюсь, да, со временем это будет настоящая, чистая, искренняя любовь. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.